Привет. Еще разок соберись. Ну, отлично. Друзья, всем привет. У нас эти дни была суматоха, запускали асфальтовый завод. В общем, долго рассказывать. Вот, сегодня вот опять у нас немного возникли трудности. У меня вот появились битумные татуировки на шее. Начальник сказал маслом треть. Ну что, прошел примерно месяц наших тренировок на турнике и брусьях. Подведем краткий итог. Занимался я, к сожалению, не регулярно, так как хотелось бы, потому что прежде всего я на работе нахожусь, а не в спортзале. И здесь время от времени, ну, свободное время, я включал тренировочный процесс. Вот. Вы все видели, что я начинал заниматься на турнике. Чуть позже я подключил брусья. Ну и в итоге у меня получилось первый подход, помните, да, 26 килограмм. На 6 повторений я потянулся, да, на турнике. Вот, ребята мне турник приваривают. Огромное им спасибо. Будем здесь тренироваться на работе. Начало. Посмотрим, какие мы здесь рекорды поставим. 25 килограмм весит наша звездочка. Надо аккуратно. Ой, после обеда. Поехали. Вот. Потом я недавно нацепил 43 килограмма, потянулся там, ну, один раз, почти до перекладины. 26. И 17. О! Вес, конечно, приличный, если честно. Оба. Почти на раз. Сегодня подведем такой краткий итог в силовых показателях. Я обратно одену все те блины, которые были в начале, и мы с вами увидим, прибавилась ли сила за месяц таких простых тренировок. Вот прошел месяц тренировок, и сегодня мы посмотрим, насколько я потянусь с этим блином. В прошлый раз я потянулся на 6, в этот раз посмотрим. Ну, почти 12 раз. Я думаю, это хороший результат, так как тренировки были нечасто. 26, 36, 43 килограмма. Так. Раз. Решил исправить положение. Вот. Ой.
Готов. Ну вот, уже получше. Побольше нужно отдыхать от таких весов. Подтягиваюсь, как вы знаете, я с отягощением. У меня есть длины 17 килограмм, 26 килограмм. Вот недавно я еще нашел здесь железо. Вот нашел такие полудиски. Такая броня. Я не знаю, сколько килограмм она. Килограмм может быть 7. Вот. Я их начал использовать на брусьях. Очень удобно. Очень удобно цеплять. Подцепил, залез, отцепил. Так что тренировку на брусьях я провожу вот с этим грузом. Как хорошо работать на заводе, что можно найти кучу железа и применить ее в тренировках. Также у меня здесь есть флянцы. Я их вот подобрал в кучу, склал здесь маленькую. В принципе, тоже может быть как утяжелитель. Потихоньку добавлять. Где-то здесь 2,5 будут. Так, еще один диск. Надо его оттуда выбить. Это тоже в хламе валялся на металле свалка. Вот наш блин, это уже будет второй, 26-килограммовый. Так, кувалда просто лежит здесь, кто-то положил. Я не тренируюсь, и хотя, в принципе, попробовать можно ее на предплечье, на силу хвата тоже. То есть все подцепляю, что валяется на себя, и подтягиваюсь. Также я занимаюсь на брусьях. Вот. В скором будущем охота сделать штангу для приседа. Неохота забывать ноги, чтобы вверх рос, а ноги отставали. Все-таки, чтобы полноценно развиваться, нужна штанга, нужен присед, это обязательно. Для меня, не знаю, как для других. Вот. Все-таки для меня в приоритете, скорее всего, сила, выносливость, функциональность. Выходных у нас таковых нету, потому что все-таки это завод, и в любой момент нужно давать объемы. По времени тоже неопределенно. Так что это такая работа специфическая. Нужно и высыпаться, да, чтобы тренироваться. И в общем все это нужно как-то вместе все совмещать. Устаю, конечно, от шума, от грохота. Потом я живу в центре, там, сами знаете, кто в городе живет, вечером начинают машины гонять, мотоциклы орать. Вот, и не отдыхается. Я не про физическое, а вот про моральное не отдыхаю. Приходится вот выезжать на речку, порыбачить, отвлечься от города, от суеты, от работы, немножко поменять картинку. На этой неделе мы тоже ездили, немного порыбачили. Находимся мы на Жатайской дамбе в этот раз. Приехал я с Андреем. Здесь мы будем сегодня рыбачить. Кинем спиннинг, порыбачим на удочки. Я покидаю донку. Здесь мы еще не рыбачили.
Так, купили удилище на столичном рынке. 5 метров 40 сантиметров. Почти 6 метров. Как у Сережи, 6-метровая удочка почти. Ну, вот так она выглядит. Андрей уже удочку делает. Мы сейчас будем тоже ее. Я уже готова. Опа! Угу. Все, вот такое. Не, нормально. Ну вот, вроде как бы нормально. Сейчас мы намотаем. Нет, это леска говорит. Вот, ну, сейчас мы ее испробуем. 5,40 на столичном рынке. Мы взяли их за 350 рублей. Разожгем сейчас попозже костерчик. Сварим чаечек. Да, и в этом году из-за пожаров у нас мошки много. Смотри сам как. Я вот так вот завязываю крючок таким способом. Просовываю леску просто. Это быстрый способ такой. И наматываю. Все. Что на закидушке, что на удочке, я везде так делаю. Все. Тихо. Он клюет. Вот с первым уловом. Что у тебя? Сейчас мы будем. О, клюет. О, кушок, ничего себе! Да, удочка, кстати, нормально себя показала. Красавчик. Так, сейчас буду закидывать донку. Ну вот, забросил доночку. Сейчас разожгем костер и попьем свежий чай. На донку поймались два ершабая. Ёршики! Ой, чаечек. На природе вкусно. Чаечек с мошками. Чаечек, говорю, с мошками. Кончить рыбалку нам уловом хорошим. Правильно? Ух ты! Да, завершение. Крокодолик. Завершение ершом. Смотри, он крокодил тебе плывет. Слушай, что-то закрутило, запенило, нагнало сюда мусора. Я все никак не могу поймать большую рыбу, я ее все близ лежащие районы города Якутска разведаю, стараюсь найти место. Вот. Но я так понял, надо уезжать подальше. Подальше и подольше. Такие вот моменты.
Вот такой вот закат у нас. Время 9 час. Все, загружали битум, разогревали трубы. Заканчиваем и еду домой. Всем до новых встреч, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всем пока. О, молодец. 4, 5, 6. Давай, 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 сможешь. Оп. Оп. Давай еще разочек. Ну. Отлично, отлично. Еще разок, соберись. Ну, оп, отлично.